Привет, Дальний Восток! Да здравствует юношеский футбол, Дальневосточная юношеская футбольная лига завершает свой очередной сезон. И сегодня здесь, на стадионе имени Ленина, на главной арене Хабаровского края, может быть, даже всего Дальнего Востока, будут вручены золотые медали. Так уж получилось, что хабаровские команды СКА и 2007-2008 годов рождения в этом сезоне единогласно, не сговариваясь, выиграли уже досрочно за тур до конца. Выиграли свое первенство Дальневосточной юношеской футбольной лиги. Поэтому вот этот матч старших команд Ю-18 каких-то больших глобальных турнирных задач не решает. Но мы надеемся, что это не помешает командам, а даже поможет показать качественный футбол, интересный, юношеский, задорный. И, как вы понимаете, СКА Хабаровск в бело-синей форме. Вот сейчас парни готовятся сделать командное фото. Пока еще не чемпионское. Ну и соперники из Якутска. Команда, в которой 5 согласных букв в названии: РССШФА. Якутск. Ну, мы просто будем, если вы не против, называть сегодня команду из Якутска именно командой из Якутска. Уж слишком сложно выговаривать вот это все сокращение, все эти наименования. Хабаровск против Якутска, Якутск против Хабаровска. И если взять турнирную таблицу, как вы понимаете, СКА на первом месте. Уже никто не лишит команду Богдана Леденева чемпионства и золота. А что касается соперников из Якутска, то они на 8-м месте и после 17 матчей набрали 16 очков. Ну, не сказать, что совсем уж мальчики для битья, но все-таки решают другие задачи. Вот в такой гламурной розовой форме вратарь Якутска Максим Полищук. Посмотрим, насколько брутально он будет действовать на ленточке ворот. Есть у меня предположение, что придется ему поработать. Ну и на ваших экранах сейчас главный арбитр матча Милан Уланбеков. Пожелаем и ему хорошего матча. Для вас эту игру прокомментирует Роман Игнатик. Ждем голов, ждем моментов, обильных как у одних ворот, так и у других. Уже ничто не должно давить на эти команды в плане результата. Ну и хабаровчане с мячом. Давайте с них и начнем, с их состава. В воротах Максим Шеликовский под 16 номером. Далее полевые игроки: номер 30 Артем Артюхов, номер 52 Дмитрий Гончарук, номер 46 Николай Кураленя, номер 45 Максим Моисеев, номер 48 Илья Нефедов, номер 12 Василий Пилюгин, номер 40 Роман Прищепов, номер 43 Артур Секирин, номер 47 Геннадий Серин и номер 73 Артем Хусаинов. Главный тренер СКА Хабаровск Богдан Леденев. И сразу же к составу соперника, команды из Якутска. В воротах Максим Полищук под первым номером. Полевые игроки: номер 21 Даниэль Бичелов, номер 8 Ярослав Волошин, 17 Никита Гомзяков, номер 14 Андриан Егоров, номер 2 Иван Климов, 12 Константин Мартынов, номер 23 Айхан Новгородов, номер 77 Владислав Радкевич, номер 99 Павел Сердцов и номер 11 Егор Угай. Хабаровчане с мячом в чужой штрафной. Уже вне штрафной, но атака продолжается. В судью мяч попал, и по новым правилам будет спорный мяч, но он без борьбы достанется хабаровчанам, потому что именно они им владели до того, как, собственно, мяч попал в арбитра.
И не представил я только главного тренера команды из Якутска, Михаил Никифоров. Но вот я думаю, что большая часть матча пройдет именно так, как проходят первые минуты. То есть хабаровчане в позиционном нападении, владении. Сейчас пытался Роман Прищепов в одиночку пройти всю оборону команды из Якутска. Не получилось. И зарабатывают аут гости на чужой половине поля. Это Богдан Леденев на ваших экранах. Тренер СКА Хабаровск Ю-18. И если у команды СКА Ю-16 сезон получился такой гораздо более простой и ровный, но в плане результатов, то, наверное, пришлось побороться до самого конца команде Богдана Леденева. За тур до конца выиграли чемпионство. В прошлом сезоне какое-то время команда СКА лидировала в турнирной таблице, боролась за чемпионство, но был спад в конце, и даже в тройку не попала команда Богдана Леденева. Но, как мы видим, были сделаны выборы, точнее выводы. И в этом сезоне уже СКА Хабаровск возрастной категории Ю-18 не просто попал в тройку, но и выиграл чемпионство. Пока идет борьба за инициативу. Конечно, владение за хабаровчанами. Прищепов, он на левом фланге атаки. Очень техничный парень, может обыграть 1 в 1. Оставил мяч в игре, показывает помощник главного арбитра. Пока очень дисциплинированно обороняется команда из Якутска. Здесь нет положения вне игры. Прострел. Никого из хабаровчан не оказалось. Секерин. Передача на Гончарука. И мяч каким-то чудом пока не оказался в воротах. Гончарук назад. Серин. Секерин. Узко. Парочка атакующих игроков Серин и Секерин. Кстати, они оба подписали контракты. Уже полноценные, взрослые. С СКА Хабаровск. Но здесь вообще несколько игроков, которые уже на взрослых полноценных контрактах на 3 года. Не так давно подписали соглашение Николай Кураленя, Роман Прищепов, Артур Секерин и Геннадий Серин. В общем, клуб из Хабаровска заботится о том, кто в будущем будет играть за главную команду. Конечно, еще большой путь нужно проделать этим парням, чтобы попасть в главную команду. Но для начала им нужно попасть хотя бы во вторую, да, в СКА-2, которая играет во 2-м дивизионе. Смотрим еще один момент с участием 52-го номера. Дмитрий Гончарук был очень близок к тому, чтобы открыть счет в этом матче. Угловой. Подача. Пока удается Якутску отбиваться от атак. Но Гончарук уже где-то близко на подступах к полноценному моменту. Но Дмитрий Гончарук, я думаю, хочет довести свой бомбардирский счет хотя бы до 20 голов. Сейчас у него 19 забитых мячей в 17 матчах. Отличный показатель. То есть в среднем больше гола за игру забивает Дмитрий Гончарук. Он выделяется, мощный центральный нападающий, может продавить, при этом не обделен техникой. Обратите на него внимание. Если не произойдет никаких сюрпризов, то это лучший бомбардир
от этого третьего сезона Дальневосточной юношеской футбольной лиги. Вопрос, с каким показателем, с какой цифрой он закончит этот сезон. Конечно, 20 или 20 плюс это будет уже мощно, солидно и красиво. Пока же Якутск пытается убежать в контратаку. Получается атака через левый фланг. Здесь Бичелов. Теряет мяч. Пока было, наверное, две попытки за первые 8 неполных минут у команды из Якутска убежать в контратаке. Нужно и это держать, конечно, в головах хабаровчанам. Еще раз скажу, конечно же, Якутск ни в коем случае не мальчики для битья. Удар по воротам и удар от ворот. Да, это вот такой неказистый удар получился у Артема Артюхова. Первые коррективы в игру от Михаила Никифорова, главного тренера спортивной школы Якутска. Выносит мяч вперед Максим Полищук. Прищепов кладет мяч на газон технично и бьет. Ох! Было классно. И прием, и решение, ну и сам момент, да, сам удар. Роман Прищепов. Ему 16 лет. С левой ноги как приложился. Если бы мяч полетел чуть ниже, я думаю, гигантские проблемы были бы у Максима Полищука. Роман Прищепов тоже, в общем-то, хорошие бомбардирские качества показывает в этом сезоне. Даже несмотря на то, что он, в отличие от Гончарука, не нападающий, он скорее атакующий полузащитник. У Прищепова 8 голов в 10 играх. Видим по флагу, который развивается в руках у арбитра, точнее, помощника главного арбитра, но он не перестает от этого быть просто арбитром. Что сегодня в Хабаровске ветер, ну и, надо сказать, морось, такая изморозь присутствует. Неприятная погода. Конечно, хотелось бы, чтобы сегодня парни подняли над головами чемпионский кубок при свете солнца, но погода, небесная канцелярия распорядилась по-другому. Не думаю, что это сильно вот уж прям расстроит команды. Может быть, родители, друзья, родственники будут немного ежиться на трибунах. Но погода забудется, а результаты, вот этот кубок, медали останутся. Подача. Якутск зарабатывает первый угловой у ворот Хабаровска. Нет нарушения правил. Хабаровск спокойно справляется с этой атакой гостей. И уже хозяева пытаются организовать свою атаку с помощью дальнего паса от Ильи Нефедова. Пелюгин играет направо. Пас слишком сильный, и не удалось Артему Хусаинову обработать эту передачу. Артем Хусаинов на правом фланге атаки. Очень быстрый игрок. И тоже умеет забивать. Вот сейчас присел буквально на мяч Максим Полищук. Был очень близок Геннадий Серин к тому, чтобы отличиться. Но здорово сыграл голкипер Якутска. Смотрите, еще раз. Серин проходит на скорости. Пытается уже с нулевого угла прострелить в центр штрафной. Но присел на мячик Максим Полищук и остановил эту атаку. Еще одна попытка Серина угловой. 12 минут позади.
Конечно, мы видим преимущество территориальное игровое хозяев. Мы примерно это и планировали увидеть по предыгровым раскладам. И гол! Пока я рассуждал о том, как складываются первые 12 минут, на 13-й минуте забил, да такой еще эстетский гол, подключился вперед центральный защитник Илья Нефедов. Смотрите, какая длиннющая передача на дальнюю штангу, и откровенно проспал этот момент Даниил Бичелов. Не знаю, можно ли голкиперу предъявлять претензии, но, по крайней мере, ближний угол нужно было закрывать. Ну а защитник Даниил Бичелов, конечно, получит нагоняй от главного тренера. Или в перерыве, или уже после матча. Отбивался Якутск, отбивался довольно-таки дисциплинированно. И обидно, наверное, пропускать вот такой гол. Простая подача, передача на дальнюю штангу. И там совершенно забытый центральный защитник Илья Нефедов. Пилюгин идет вперед. Хусаинов, снова Пилюгин. Перевод в центр. Прищепов. Идет сам. Гончарук не успеет к этому мячу. В аут его выбит Никита Гомзяков. Никита Гомзяков один из тех парней 2006 года, которые играют за команду 7-го. Есть в регламенте этого сезона Дальневосточной юношеской футбольной лиги правило, пункт о том, что за команду 2007 года могут играть 5 футболистов на год старше. Узка сегодня среди таких игроков в старте Николай Кураленя, Василий Пилюгин. Их двое. А у Якутска это Ярослав Волошин, Никита Гомзяков, Айхан Новгородов. Ну и, в общем-то, все. Интересно, что лучший бомбардир Якутска сегодня в запасе. Это Константин Гохвейс. У него 9 голов в 16 матчах. Ну, может быть, есть какие-то проблемы со здоровьем или не готов пока играть весь матч. Честно говоря, не знаю. Надеюсь, по ходу этой игры мы его увидим. Попытка Якутска организовать атаку. Ну, самое страшное уже случилось для гостей. Они пропустили, и дальше нужно, наверное, выдохнуть, принять реальность и пытаться проводить атаки более смело. Но, конечно же, и об обороне не забывать. Впереди еще очень-очень много времени. 2 тайма по 45 минут играют старшие команды, а вот в дивизионе Ю-16 2 по 40. Серин. Играет чуть назад. Перевод в центр. Пилюгин подхватывает мяч. Гончарук. Далековато. Назад опустился центральный нападающий. Сейчас впереди никого нет. Нужно, конечно же, Гончаруку идти туда, на линию офсайда. Растягивать оборону соперника. Отвлекать на себя внимание. Ну и ждать момента, когда сокомандники найдут его четкой креативной передачей. Прищепов против двоих. Прищепов бьет с левой, и эффектный сейв Максима Полищука. Смахнул мяч правой рукой. Перевел его через перекладину. Мы видим, что Роман Прищепов обладает классным ударом с левой ноги. В том числе, наверное, и за этот удар с ним подписали контракт. Хочется пожелать ему как можно скорее дебютировать во взрослом футболе. Именно в команде СКА Хабаровск-2, которая играет во второй лиге. Уже есть проспекты из ЮФЛ, которые в этом сезоне
дебютировали в профессиональном футболе. Во второй команде СКА Хабаровск. Это и Герман Парфенов, и Артур Копылов, ну и Владислав Караханян. Теплые беседы на скамейке запасных СКА Хабаровск. Теплые, в отличие от погоды. Ошибается сейчас Максим Полищук. Пошел на выход. И на его благо защитники подстраховали. Смотрим еще раз момент. Махнул мимо мяча, не добрался первый номер. И потом с досады пнул искусственный газон стадиона имени Ленина. Снова мяч зависает в штрафной Якутска, точнее над штрафной. Удар. И мяч с внешней стороны сетки ее облизал. Геннадия Серина нам показывают. А вот это парни, судя по всему, из ЮФЛ Ю-16 СКА. Они посмотрели первые 18,5 минут. Ну и дальше пойдут разминаться, готовиться. У них впереди свой матч. Также против команды РССШ по футболу. Наверное, забегая вперед, можно сказать о том, что во второй игре, которая сегодня нас ждет, расклады такие, что РССШ-ФА, наверное, более высокую конкуренцию и сопротивление окажет команде СКА. Ну, потому что Якутск там на данный момент занимает 3-е место в турнирной таблице. В отличие от старшей команды, которая на 8-м месте в табеле о рангах. Аут на чужой половине зарабатывает Хабаровск. Нефедов обошел двух игроков соперника. Автор пока единственного забитого мяча. Хусаинов на фланге финтит. Играет центр. Пилюгин. Продолжается атака армейцев. Прищепов налево. Серин. Ложный замах. Подача. И сам себе в голову угодил Хусаинов. Момент очень похожий на тот, в котором СКА забил пока единственный гол в этом матче. Вот смотрите. Геннадий Серин. Ложный замах. Под правую. И чуть сильнее, чем нужно было. В таком шпагате в воздухе дотягивался до этого мяча атакующий полузащитник СКА Хабаровск. Снова Хусаинов рвется. Он очень быстрый. Ложные переступы. Пас на Пилюгина. Тот далее в центр на Артюхова. Перевод на левый фланг атаки. Снова Геннадий Серин. На этот раз теряет мяч, но вступает в отбор. Возвращает его своей команде. Кураленя. Пилюгин. Передача в центр. Секерин. Перехват от Якутска, но буквально долю секунды команда гостей владела мячом. Артюхов. Теряет мяч Артюхов. Попытка Якутска снова убежать в контратаку. Возможно, даже получится. Но Кураленя здесь бетонная стена. Не пройти его. Тоже один из тех ребят, с которыми руководство СКА Хабаровск подписало полноценный взрослый контракт. Парень из Комсомольска на Амуре. В прошлом сезоне был капитаном команды ШОР номер 2 из своего родного города. Там обратил на себя внимание. Получил приглашение на просмотр
сюда, в Хабаровск. Понравился тренерам, селекционерам. И вот он уже здесь полноценно живет, играет и подписал полноценный взрослый контракт. Это вот, к слову, о том, что даже у ребят из глубинки есть возможность показать себя, выбиться в профессиональный футбол. Тоже пожелаем Николаю Куралене как можно скорее дебютировать во взрослом футболе и там закрепиться. Потому что данные у него шикарные, высоченный, здорово играет головой, но и очень надежный центральный защитник. Владение мячом. Ну, тут цифры просто космические. 87% времени СКА Хабаровск владеет мячом. Я даже не помню, когда в последний раз в официальном матче видел такие цифры и видел ли вообще. Пилюгин. Хусаинов. С левой на правой, с правой на левую. Хусаинов очень быстро и легко работает с мячом. Нефедов играет налево. Получает ответную передачу. Половина первого тайма у нас уже позади. Хусаинов, он уже в штрафной. Приходится разворачиваться. Передача назад. Пилюгин. Он может пробить, но вместо этого выполняет передачу то ли на Прищепова, то ли на Серина. Но ни тот, ни другой не поняли замысла партнера. Высокий прессинг от хабаровчан. Вынуждают они Максима Полищука выбить мяч вперед куда подальше. Пилюгин играет назад на заскучавшего Максима Шуликовского. Совсем нет у него работы. Мне кажется, он даже ни разу мяч руками не коснулся за первые 24 минуты. Аут Хабаровска. Слишком сильно. И Пилюгин только макушкой дотянулся до мяча, который после этого ушел в аут. Хусаинов отработал. Забрал мяч у Владислава Радкевича. Вот сейчас может быть неплохо. Осмысленная атака Якутска. Удар поворотом. Ну и вот, наверное, в первый раз мяча коснулся Максим Шуликовский. Конечно, такой мяч после такого удара можно было пропустить, только если очень сильно захотеть. Шуликовский этого не хотел. Пилюгин. Хусаинов. Технично играет центр, но далее удар толком не получился у Артема Хусаинова. Отмечаем, как он переложил мяч быстро с правой ноги на левую. Вот в этом моменте, смотрите, раз. Но дальше удар на 3 с минусом. По ударам 6-1 в пользу СКА. И надо отметить, что не так часто хабаровчане бьют по воротам. В основном пытаются разыграть доверного. Вот даже если сравнить статистику по ударам и по владению, она отчетливо показывает нам это. Не проходит передача. Илья Нефедов играет назад на Шуликовского, чтобы хоть чуть-чуть разогреть своего голкипера. Хоть немножечко почувствовать игру. Хусаинов играет на Артюхова и угловой. Никита Гомзяков
вбивает мяч за лицевую. Геннадий Серин идет к угловому флажку. По угловым, как и по ударам, такая же статистика 6-1 в пользу СКА. Прочитал этот момент игрок из Якутска. Перехватил мяч Ярослав Волошин. Поэтому этот угловой ни к чему не привел. Центральные защитники армейцев возвращаются во свояси. Прищепов разворачивается в сторону чужих ворот. Теперь в сторону своих. Пас на Секерина. Артюхов. Удар. Рядом со штангой. Было очень опасно. В какой-то момент показалось даже, что мяч летит все-таки в створ. Но нет. Получил пас от Секерина и пробил. Да, видим, что довольно-таки близко от штанги ворот Максима Полищука мяч просвистел. Но счет по-прежнему минимальный 1-0 в пользу СКА. Гончарук. Перевод на Серина. Серин врывается в штрафную, бьет. Спасает свою команду голкипер из Якутска. Полищук на месте. Секерин. Хусаинов. Забирает у него мяч соперник, но на подборе Пилюгин. Сам пытается решить этот момент Василий Пилюгин. Крайний защитник подключился к атаке, но далековато мяч от себя отпустил. А это, смотрим, действительно опасный момент и отличная игра Максима Полищука. Шуликовский. Кураленя. Пилюгин. Артюхов. Прищепов. Сохранил мяч для своей команды. Классная передача на Серина. А вот тот уже не глядя просто проталкивал его вперед. Там никого из своих не оказалось. Полчаса игры позади. Неоспоримое преимущество Хабаровска, конечно же, имеется, но счет по-прежнему минимальный. Пару попыток у Якутска было, чтобы убежать в контратаку, но не сказать, чтобы опасные. Моменты Хабаровска, конечно, таят в себе куда большую угрозу. Массированным числом атакуют армейцы. Гончарук, удар. И со второй попытки мяч в свои перчатки забирает Максим Полищук. Вот чью фамилию Полищука мы называем очень-очень часто. Хусаинов. Теряет мяч. Атакующий игрок армейцев. Падает Роман Прищепов, но молчит свисток главного арбитра. Атака Якутска, но отрабатывает, как четко отрабатывает этот момент Геннадий Серин. Атакующий игрок вернулся на свою половину. Это тоже современные веяния, требования. Не только играть ярко в атаке, но и помогать обороне. Сейчас уже в современном футболе практически нет свободных художников, игроков, которые были бы не обременены обороной. Даже нападающие в современном футболе
должны выполнять свою оборонительную функцию. Вот сейчас Геннадий Серин показал наглядно, как это должно быть. Классная передача на Романа Прищепова. И, судя по всему, нарушение правил. На газоне игрок из Якутска не понимает, что не так сделал Роман Прищепов. Давайте смотреть, что же он там не так сделал. А может быть, имел в виду главный арбитр, что рукой себе подыграл атакующий футболист СКА. Может быть, хотя сам Прищепов с этим в корне не согласен. Пилюгин играет назад. Кураленя. Идет вперед центральный защитник. Хорошая передача на Артюхова. Артюхов смещается в центр. Хусаинов. Артюхов. Удар по Воробьям. Артюхов изначально приходил в СКА как нападающий. И, в общем-то, довольно много поначалу забивал Артюхов. Но затем Богдан Леденев переориентировал Артюхова в центрального полузащитника. Ну, по крайней мере, в этом матче мы видим, что Артюхов играет именно центрального атакующего полузащитника. И мы частенько называем его фамилию. Ну, а кого из игроков СКА мы называем редко? Ну, пожалуй, голкипера Максима Шуликовского, которого мяч крайне-крайне редко доходит. Но это не его вина. Остальные все игроки СКА постоянно в игре. Большим числом атакует Хабаровск. Вот сейчас не самая удачная передача на Геннадия Серина. Обращаем внимание, что Серин и Хусаинов поменялись флангами. Теперь Серин играет справа, Хусаинов слева. Ну, такие моменты нужно забивать, товарищ Гончарук. Неужели не хотите третий десяток мячей в сезоне разменять? Может быть, подумал, что это слишком просто для него. Нужно забить какой-то более эстетский гол. Ну, на самом деле, конечно, просто чуть-чуть не вывернул стопу Дмитрий Гончарук. Момент для него Серин создал очень классно. Вот по этому кадру вы видите, что в Хабаровске дождь не сильный, но вот такой неприятный, морось. Не знаю, вносит ли это какие-то коррективы, изменения в игру. Ну, по крайней мере, мяч ходит по искусственному газону очень быстро. Артюхов. Его передача не проходит. Гончарук. Перевод на Хусаинова. Убивает мяч в аут Иван Климов. Может быть, пытаются повтор нашей трансляции посмотреть зрители сейчас. Посмотреть тот самый гол в исполнении Ильи Нефедова, который, напомню, пока остается единственным в нашей игре. Держится с горем пополам Якутск пока. Не сказать, чтобы прям паника или какой-то аврал на подступах к штрафной Якутска. Но все же моменты с регулярной частотой возникают у ворот вот этого молодого человека. Понятно, почему он сразу же хочет выбить мяч подальше. Хоть на какое-то время выдохнуть. Хабаровску ведь нужно еще время, чтобы доставить мяч до его штрафной. Артюхов подключает Пилюгина. Нефедов.
Прищепов. Пас в центр. Секерин. Не прошла передача Секерина на Серина. Пилюгин. Секерин ставит корпус, разворачивается. Нефедов. Пока его никто не встречает, поэтому идет сам. И удар под мяч ударил Илья Нефедов. Возможно, планирует сегодня оформить дубль. Почему нет? Один раз забить уже получилось. Сам уже не выбивает мяч Максим Полищук. Предоставляет это право Никите Гамзикову. Серин мяч теряет. Атака Якутска. Но все это гасится еще на подступах к штрафной Хабаровска. Моисеев. Его передача не проходит. И нарушение правил со стороны Артура Секерина. В целом, если Якутск уйдет на перерыв вот с таким счетом, который сейчас на ваших экранах, 1-0 минимальное преимущество Хабаровска, то, я думаю, стратегически это будет очень даже неплохо для гостей, потому что впереди еще есть целый тайм. Вот этот счет 1-0, он минимальный, и он позволяет шансы точнее гостям дисциплинированно сыграть во втором тайме, ну и где-то подкараулить, выждать, создать свои моменты. Счет скользкий, как и трава вот этого искусственного стадиона имени Ленина. Моисеев. Передача в центр. Кураленя. Хорошая какая передача. Прищепов. Гол. 2-0. Нет, не суждено будет моим прогнозам и планам сбыться на то, чтобы Якутск ушел на перерыв с минимальным, точнее Хабаровск ушел с минимальным преимуществом. Нет, на 40-й минуте Роман Прищепов получил классную передачу эстетскую от Николая Кураленя. Вот смотрите, как увидел Кураленя открывание Прищепова и проспала откровенно этот рывок атакующего игрока СКА оборона Якутска. Очень легко забил Роман Прищепов. Возможно, даже сальто последующее ему было исполнить сложнее, чем забить вот этот мяч. Поздравляем Романа с очередным забитым мячом. Не так много игр в этом сезоне он провел. Всего лишь 11-я игра, ну и 9-й забитый мяч. Отличная статистика для атакующего полузащитника. Кураленя, автор голевого паса, своими гигантскими шагами сокращает расстояние до чужих ворот. Секерин. Хусаинов. Он по-прежнему на левом фланге атаки. Серин справа. Теряет мяч Хусаинов. И от игрока Якутска мяч уходит в аут. Моисеев бросает. Кураленя. Снова идет вперед. Снова метит своих игроков где-то там поблизости штрафной. Отмечаем пас Николая Кураленя уже не в первый раз. Тоже в современном футболе очень важное качество для центральных защитников. Умение начать атаку хорошим длинным или средним пасом. Штрафной удар в сторону ворот хабаровчан.
Да, не очень гостеприимно здесь обошлись с Павлом Сердцовым. Как думаете, Богдан Леденев доволен ходом игры первого тайма? После матча обязательно спросим. Контратака Хабаровска. Не часто мы видели такое в первом тайме, потому что в основном позиционки были. Но уже успевает Якутск большим числом вернуться назад. Моисеев. Плохая передача. Но опять же не очень долго, мягко говоря, владели мячом гости. Меньше 2 минут основного времени первого тайма у нас остается. Не знаю, будет ли добавленное. Пауз было минимально. Ну, максимум 1 минутку, может быть, накинут арбитры. Этот раз гости разыгрывают мяч. Они выносят, и это только доставляет им проблемы. Секерин. Передача на Серина. Удар заблокирован. Отбиваются гости. И даже может получиться контратака. Не получится, потому что на пути мяча встает Илья Нефедов. Серин. Артюхов. Придержал мяч Артем Артюхов. Серин. Снова блокирована передача Геннадия Серина. Моисеев. Пилюгин. 2 крайних защитника перепасовываются. Артюхов. Короткая перепасовочка с Секериным. Прищепов. А в итоге забивает Гончарук. Словно отбирает этот гол у Романа Прищепова, но тот абсолютно не против. Поздравляет своего партнера по команде. 20-й забитый мяч в сезоне для Дмитрия Гончарука. Счет становится 3-0 на последней минуте основного времени первого тайма. Дмитрий Гончарук продолжает свою бомбардирскую серию. 18-й матч и 20-й забитый мяч. Мельчили здесь хабаровчане. И, наверное, Роман Прищепов уже готовил удар, уже видел, как он будет праздновать дубль. Возможно, еще одним эффектным сальто, но планы его спутал Дмитрий Гончарук. 3-0. Такой итог первого тайма, при том, что долгое время счет был минимальный, 1-0. Но вот в конце матча Прищепов и Гончарук за 5 минут утроили преимущество, которое им добыл ближе к началу матча Илья Нефедов. Ну что ж, передохнем с вами 15 минут и вернемся в Хабаровск на стадион имени Ленина. Но для начала давайте посмотрим статистику. Ну, здесь, конечно, катком СКА проехался по Якутску в первом тайме. Владение мячом 81-19, удары 15-1. Вот еще бы в створ почаще били хабаровчане. Глядишь, цифры и на табло были бы более внушительные. А так, 3-0. Ну и ждем, что в перерыве все-таки команда из Якутска всколыхнется, встрепенется и, ну, что-то хотя бы в атаке покажет. Матч от этого только выиграет. Никуда далеко не уходите. Скоро вернемся.
Возвращаемся в Хабаровск. Прямой эфир со стадиона имени Ленина. И вот по этому плану мы понимаем, что у хозяев у СКА Хабаровск двойная замена. Но решил поменять Богдан Леденев голкипера, Максима Шеликовского, который в первом тайме откровенно скучал. Теперь, не знаю, уж будет скучать, греться, что еще делать, вышедший на замену Андрей Бойко. Ну и также появился Иван Стеценко. Понятное дело, что Андрей Бойко появился вместо Максима Шеликовского. А Иван Стеценко, насколько я понимаю, заменил Максима Моисеева. По позиции, по крайней мере. Ну и я не вижу на данный момент Моисеева на поле. 3-0 у нас после первого тайма. Хабаровчане уверенно выигрывают у команды спортивной школы из Якутска. И отмечаем еще, что Константин Гохвейс вышел вместо Даниэла Бичелова у Якутска. А вот это важный момент, потому что Гохвейс лучший бомбардир своей команды. У него 9 забитых мячей в 16 матчах. Я думаю, что для команды из Якутска это очень даже хороший показатель. Если всего взять в этом сезоне, то у Якутска 27 забитых мячей, и 9 из них забил Константин. Ну, то есть примерно треть мячей своей команды забил Константин в этом сезоне. Хороший показатель. Посмотрим, удастся ли ему сегодня отличиться. Я анонсировал, что, скорее всего, мы нападающего увидим сегодня по ходу матча. Вот есть у него 45 минут. С учетом этих замен, давайте я напомню вам составы команд. На этот раз начнем с гостей. В воротах Максим Полищук под первым номером. Вместо Даниэля Бичелова вышел Константин Гохвейс под 7 номером. Ярослав Волошин 8, Никита Гомзяков 17, номер 14 Андриан Егоров, номер 2 Иван Климов, номер 12 Константин Мартынов, 23 Айхан Новгородов, 77 Владислав Радкевич, 99 Павел Сердцов и 11 Егор Угай. Главный тренер команды спортивной школы из Якутска Михаил Никифоров. Состав СКА Хабаровск. Вместо Максима Шеликовского, голкипера, вышел, как вы понимаете, другой вратарь. Это Андрей Бойко под 28 номером. Полевые игроки. Номер 30 Артем Артюхов, номер 52 Дмитрий Гончарук, 46 Николай Кураленя. Вместо Максима Моисеева появился Иван Стеценко под 30 номером. Удар по воротам заблокирован. Продолжается атака. Секирин, Прищепов. Мягкая передача направо. Геннадий Серин. Вот эта передача плохая. И атака 2 в 2, но побыстрее действовать нужно игроку Якутска. Гохвейс отработал, забрал мяч, и продолжается атака гостей. Но вот эта передача слишком сильная в исполнении Никиты Гомзякова. И никак к ней не поспел Ярослав Волошин. Ну, по меркам первого тайма это уже что-то. Что-то в исполнении игроков из Якутска.
Не закончил я с стартовым составом хабаровчан, но они не дают мне этого сделать. Гончарук, удар и 4-0. Счет становится очень буднично. Отмечает это событие лучший бомбардир, между прочим, турнира Дальневосточной юношеской футбольной лиги третьего сезона дивизиона Ю-18. Дмитрий Гончарук и его 21-й гол в сезоне. 4-0. И все меньше и меньше интриги в нашем матче. Геннадий Серин уходит от подката, бьет. Перед собой мяч отбивает Максим Полищук. Довольно-таки с близкого расстояния удар был нанесен. И, наверное, жестких претензий мы не можем предъявлять Максиму Полищуку за то, что он отбил мяч перед собой. Больше вопросов к обороне Якутска. Почему своего голкипера не подстраховали, не помогли. И Дмитрий Гончарук находился в одиночестве. Ну а я продолжу все-таки напоминать вам о составе хабаровчан. Номер 48 Илья Нефедов. Нет, не продолжу, потому что Прищепов рвется. Все никак не дают мне хабаровчане закончить с протокольными делами. Но вот сейчас, думаю, можно. Илья Нефедов 48-й. Василий Пилюгин 12-й. 40-й Роман Прищепов. Номер 43 Артур Секерин. Номер 47 Геннадий Серин. Номер 73 Артем Хусаинов. Главный тренер СКА Хабаровск Богдан Леденев. Главный арбитр сегодняшнего матча Милан Уланбеков. Ну и для вас эту игру продолжает комментировать Роман Игнатик. Напомню вам, как развивались события в первом тайме. Ближе к экватору его. Первый мяч в игре забил Илья Нефедов. Центральный защитник подключился к атаке и головой переправил мяч в пустой угол. Затем на 40-й минуте классную передачу от Николая Куролени получил Роман Прищепов. Легко переиграл голкипера Якутска. Ну и уже на 45-й минуте, на последней минуте матча, счет 3-0 сделал Дмитрий Гончарук. Замена. Уходит с поля Артем Хусаинов. Интересно, что всего лишь 7 минут в втором тайме правил атакующий фланговый игрок. Вместо него выходит Денис Макарчук. Парень 2008 года рождения. Тут какие варианты? Либо решил просто дать игровую практику Богдан Леденев резервному игроку, когда счет стал уже 4-0. Либо какие-то есть проблемы недомогания у Хусаинова. Будем надеяться, что именно первый вариант. Удар поворотом от Гончарука. Метит на хитрик. Но для этого нужно попадать поворотом. Еще одна замена от Богдана Леденева. Арсений Каменев выходит вместо Гончарука. Ну все, дубль сделал. Посчитал Богдан Леденев, что этого достаточно. Никто не обгонит Гончарука в первенстве бомбардиров сезона. Получит свою заслуженную награду. Но при этом нужно дать всем игрокам принять участие. Я вот сейчас смотрю в резерв армейцев. Получается, что действительно всех футболистов уже к 54-й минуте, включая вратаря, выпустил Богдан Леденев. Смелое решение. Классная передача. Каменев зарабатывает угловой для своей команды. Простреливал в центр. Арсений. Пас в разрез от Романа Прищепова. И отрабатывает этот момент Андриан Егоров.
Секирин. Подача. Скидка Нефедова. Опасно у ворот Максима Полищука. Но, судя по всему, подыграл себе рукой Николай Кураленя. Углядел арбитр нарушение правил здесь. Продолжается атака Хабаровска. Стеценко играет центр. Секирин. Не проходит эта передача. Волошин. Неплохая по задумке передача на фланг, но Кураленя спокойно отработал этот момент. И уже Хабаровск владеет мячом. Серин. Ложный замах. Передача на дальнюю. И снимают мяч с головы игрока армейцев. Футболисты гостей. Вот сейчас может получиться интересно. Ну что же это за передача такая от Ивана Климова. Впереди было целое пространство. Целый километр поля. Можно было идти вперед. Тем более была поддержка со стороны партнеров. Нужно дорожить Якутску этими моментами. Кохвейс. Классно поставил корпус. Сохранил мяч для своей команды. Подача не проходит от Егора Угая. И уже даже некоторые футболисты Якутска не возвращаются назад. Видимо, подустали. Может быть, немного морально сломлены. Ну, счет 0-4. Рабона на стадионе имени Ленина. И в итоге мяч все-таки попадает в ворота Якутска в очередной раз. 5-0. 5-0. Всем нам хочется сразу спеть «Какая боль». Боль для Якутска и радость сдержанная. Очень радость для Хабаровска. Арсений Каменев не зря вышел сегодня на поле на замену. Отличился. Давайте смотреть. Ну вот здесь, что сделал Серин. Смотрите, это Рабона. И дальше несогласованные действия обороны Якутска. Предъявляют претензии друг к другу защитники, вратарь. Ну, здесь все хороши. Да, вроде бы командует Максим Полищук, что заберет мяч. Но не получается у него это сделать. Может быть, и защитник помешал. В любом случае, уже после игры будут разбираться, кто прав, кто виноват. Результат 0-5. Замена от Михаила Никифорова, главного тренера Якутска. Штрафной зарабатывают гости. Чешет голову Егор Угай. Судя по всему, досталось в единоборстве атакующему игроку из Якутска. Уходит с поля Айхан Новгородов. И вместо него появляется Александр Михайлов под 4-м номером. И, судя по всему, еще и замена вратаря будет у команды из Якутска. Не знаю, то ли это попытка удара, то ли навеса, но в любом случае она неудачная. Иван Юрченко готовится выйти на замену. Я ошибся несколько минут назад, когда сказал, что Богдан Леденев сделал все замены. Нет, не все. Артем Силко еще готов вступить в игру. И вот это будет последняя замена от Хабаровска на сегодня.
длинный пас вперед. Передача назад на голкипера. Очень хладнокровно играет Андрей Бойко. Нефедов идет вперед, его никто не встречает. Каменев скидывает мяч, но никого из партнеров там не было. Готов уже вступить в игру Артем Силко. В ближайшей паузе, судя по всему, это произойдет. А голкипер Якутска Иван Юрченко пока рядом с резервным арбитром. Что-то там они выясняли и решали. Но и тоже готов Юрченко. Он заменит Полищука. В первом тайме Полищук сделал несколько эффектных и важных спасений. Но вот во втором тайме несогласованные действия с обороной добавили еще -2 в его пассив. Прищепов легко и изящно разворачивается. Секерин. Каменев. Снова Секерин. Не проходит передача. Секерин еще раз на Серина. Тот уже, видимо, слишком поверил в себя. И Рабонный пытается с места обыграть. Якутск не сдается. Проходит передача. Все-таки положение вне игры у Егора Угая. Вот замены, те самые, которые я анонсировал. Артем Силко. Появился на поле вместо Василия Пелюгина. Пелюгин уже поле покинул, как и Максим Полищук. Вместо него на воротах команды из Якутска появился Иван Юрченко. Пожелаем ему удачи, показать себя с лучшей стороны, потому что, ну, конечно же, давление на ворота Якутска продолжится. Никуда от него гостям не деться. Безусловно, есть разница в классе между двумя этими командами. Серин, Секерин, Каменев. Перевод налево. Каменев, но удар совсем не получился. Прошу прощения, это Денис Макарчук. Да, Каменев в центре нападения. Макарчук на фланге. Это парень 2008 года рождения. Ему только этим летом исполнилось 15 лет. Атака Якутска. Но уже нечего терять. Гостям нужно идти вперед большими силами, перехватывать инициативу. Завершить этот сезон более-менее на мажорной ноте, насколько это возможно при счете 0-5. Хотя бы какие-то всплески импульса игры показать, понапрягать Андрея Бойко. Василий Пелюгин поблагодарил Богдана Леденева за доверие. Тот поблагодарил своего защитника за игру. Василий Пелюгин забивал в этом сезоне и очень красивые мячи, но вот сегодня таких шансов у него не было. Больше играл в подыгрыше Василий. Серин. Он теперь на левом фланге атаки. Уже не в первый раз по ходу матча меняет позицию. Подкат в исполнении Ильи Нефедова.
Рвался к воротам Ярослав Волошин. Положение вне игры. Да, очевидное, явное. В него залез Ярослав Волошин. Есть о чем подумать Михаилу Никифорову. Конечно, есть свои сложности с развитием футбола в глубинках Дальнего Востока. И в Якутске в частности. Здесь и инфраструктура, и погодные условия, и человеческий фактор. Но даже если вернуться к погоде, то в начале октября в Якутске выпал снег. И парни тренировались на заснеженном поле. Но в любом случае Дальневосточная юношеская футбольная лига позволяет молодым парням из разных городов Дальнего Востока заявлять о себе, совершенствовать свое мастерство. И это большое подспорье. Мы уже видим плоды, в том числе и в Хабаровске. Продукты, проспекты Дальневосточной юношеской футбольной лиги подписывают первые профессиональные контракты. И это не может не радовать. Пока это только первые росточки той базы, которая должна здесь появиться со временем. И вчера СКА Хабаровск и вовсе подписал самого молодого игрока в своей клубной истории. Самый молодой футболист, который подписал именно профессиональный контракт. Это 14-летний Дмитрий Гришанов. Игрок, который, возможно, в следующем сезоне будет играть в Дальневосточной юношеской футбольной лиге, но он уже на взрослом контракте. Лучший бомбардир двух последних первенств Дальнего Востока прошлого года и этого. Если в прошлом сезоне Дмитрий Гришанов забил 15 голов за 14 матчей, то в этом сезоне он забил 15 голов за 4 матча. Вы только вдумайтесь в эти цифры. 15 забитых мячей за 4 матча. Ну а мы видим 6-й гол за 67 минут. Роман Прищепов делает дубль. Мог он оформить его и ранее, в первом тайме. Но где-то сам не реализовывал моменты, где-то у него забитые мячи в кавычках отбирали партнеры, как Дмитрий Гончарук. Но Роман Прищепов очень близок к тому, чтобы в этом матче выйти на статистику в среднем 1 гол за игру в сезоне. Забивает Прищепов 10-й мяч в этом сезоне в 11-й своей игре за СКА Хабаровск. Спокойно, щечкой покатил в правый от себя угол. И счет становится 6-0. Передачу, конечно же, отмечаем от Геннадия Серина. Он как электричка рвется вперед на широком шаге, на своей размашистой технике. Пошел вперед Нефедов. И даже желтую карточку получил. Но я, честно говоря, не совсем так бы трактовал этот момент. Скорее, сначала против Нефедова нарушили правила. И далее, ну, как мне показалось, что Нефедов в мяч сыграл. Давайте смотреть. Вот, мне кажется, вот здесь нарушение правил. И дальше, ну, мне кажется, играет в мяч центральный защитник СКА. Но так или иначе решил напомнить о себе главный арбитр матча Милан Уланбеков. Первый горчишник, может быть, тоже заскучал. Все слишком просто. СКА забивает и забивает. И никаких особых решений, таких значимых от арбитра нет. Вот в первый раз показал карточку. Стеценко играет в центр. Секерин потерял мяч. Артур Секерин. Падение. Нужно подниматься. Бойко.
играет на Артюхова. Тот продлевает по флангу. Продолжает лежать на газоне игрок Якутска. Это Волошин. Только-только сейчас поднимается и не спеша идет в сторону своих ворот. Секерин. Передача на вышедшего на замену Арсения Каменева, но тот до мяча не добирается. Еще 20 минут основного времени играть в этом матче. И делайте свои прогнозы, сколько еще забитых мячей мы увидим. В первую очередь от Хабаровска. Потому что есть ощущение, что они не собираются останавливаться. Силко. Передача на фланг. Артюхов. Макарчук. Аут в пользу Хабаровска. Конечно, в этом возрасте футболистам СКА Хабаровск нужно играть с крепкими, сильными соперниками. Именно в таких матчах, когда от и до все 90 минут сохраняется интрига, когда соперник давит, напирает и организованно играет в обороне. Там сохраняется концентрация все 90 минут. И тогда, конечно же, уровень повышения мастерства, он растет гораздо выше, чем вот в таких матчах, когда соперник позволяет очень легко забивать свои ворота. 7-0. Артур Секерин. Теперь он отличился. Забил свой 9-й мяч в сезоне центральный полузащитник. 9 мячей в 18 играх. Во всех 18 матчах сезона принял участие Артур Секерин. Безусловно, лидер своей команды. И я уже говорил о том, что он не так давно подписал профессиональный контракт с футбольным клубом СКА Хабаровск. Отмечаем и Арсения Каменева, который остроумно пропустил мяч. Не стал его трогать. И, наверное, этим очень сильно смутил оборону команды из Якутска. Бойко в подкате, но все-таки дотягивается до мяча. Играет на своего защитника Илью Нефедова. Тот мяч теряет. Нет положения вне игры, но вот это касание. Если бы смог обработать мяч Павел Сердцов, мог убегать на рандеву с Бойко. Но не случилось. В этом матче главная интрига, станет ли счет двузначным. Перевалит ли СКА за десятку. Серин отвоевал мяч. Идет вперед. И вынуждает защитников в подкате наносить мяч. Это Константин Мартынов. Продолжает держать свою команду в тонусе Богдан Леденев. Подача Секерина. Прищепов выигрывает воздух. Удар. И вот здесь сейв от Ивана Юрченко. С близкого расстояния был нанесен удар. Судя по всему, это Илья Нефедов. Да, хотел сделать дубль центральный защитник. Не сейчас. Может быть, еще будут у него моменты. Вот как сейчас, например. Спокойно забирает мяч в руки Иван Юрченко. Передача вперед. Волошин. Сохранил мяч в игре.
достаточно сумбурная атака в исполнении гостей. Хотя в какой-то момент было численное преимущество. Положение вне игры у Волошина. Прищепов играет на Артюхова. Артюхов идет вперед пока сам. Пас направо. Макарчук. Передача, но пожарит. Иван Юрченко выпускает мяч из рук. На его благо никого из игроков-хозяев рядышком не было. Владение мячом 79/21. Ну, чуть-чуть, да. Буквально пару процентов по сравнению с первым таймом отвоевали себе футболисты из Якутска. Но в целом все тот же сценарий, все та же картина, что и в первые 45 минут игры. Вновь положение вне игры. Раз за разом в неправильное положение забираются футболисты гостей. 3-0 у нас счет после первого тайма, и уже за 15 минут до конца тайма второго констатируем, что во второй отрезок СКА пропустил 4 мяча, больше, чем за полный отрезок первого. Нефедов. Его пас не проходит. Секерин. Прищепов. Снова Секерин. Прищепов бьет по воротам. Мимо. Каждый раз, когда футболисты из Якутска пытаются разыграть мяч с ближним, возникают какие-то проблемы. Ну, элементарно не хватает техники футболистам гостей, чтобы как-то выманить игроков-хозяев на себя и найти пасом продолжение атаки. Раз за разом теряют мяч в непосредственной близости от ворот. Прищепов. В итоге он оказался с мячом. Стелящая передача на правый фланг атаки. Подкат. Даже двойной от игроков Якутска. Но Силко справился. Сохранил мяч для своей команды и будет аут. Присаживается на скамейку Богдан Леденев. Конечно, уже давно все понятно в нашем матче. И здесь, ну, наверное, самое главное не играть в полсилы. Если есть матчи, то нужно их играть с полной концентрацией. Продолжать расти. Даже вот в таких поединках. Отрабатывать то, что отрабатывается на тренировках. Но, возможно, даже на тренировках СКА, между собойчиках, уровень сопротивления выше, чем вот в сегодняшнем матче. Нефедов. Длинный пас его не проходит. Прищепов на подборе. Уходит от двоих, уходит от троих. Передачу выполняет направо. Макарчук. Прострел. И это мог быть красивый гол в исполнении Арсения Каменева. Но не дотянулся он до мяча. Замена от Михаила Никифорова. Выходит Максимилиан Потапов. Уходит отдыхать Павел Сердцов.
80-я минута, счет 7-0, но продолжает Богдан Леденев громко очень подсказывать и вносить коррективу в игру. Серин. Пас на Стеценко. Назад. Силко на Нефедова. И вспоминают, что у них еще есть вратарь. Армейцы. Андрей Бойко, как и его коллега Шуликовский, крайне редко вступает в игру. Но вот редкий случай дважды за минуту коснулся мяча. Нефедов. Попыталась команда из Якутска попрессинговать. Большим числом пойти вперед. А в итоге фол зарабатывают гости. Прищепов. Переводит направо. Макарчук. Волошин. Отыгрывает чуть назад. Пас в центр. Но раз за разом теряют мяч якутские футболисты. Прищепов на Каменева. И счет становится 8-0. Дубль Арсения Каменева, который вышел на замену во втором тайме. Благодарит он Романа Прищепова, который не пожадничал и отдал голевую передачу. Прищепов сам забивает и отдает. Хороший матч сегодня проводит. Ну и есть у Хабаровска порядка 10 минут, чтобы забить еще парочку. Ну и сделать счет все-таки двузначным. Не знаю, какие еще интриги для хабаровчан, какие челленджи они могут сами себе готовить в этой игре, придумывать. Вновь очередной очень простой гол Хабаровска. Арсений Каменев забивает свой 6-й гол в этом сезоне. В 16-й игре. До этого забил 4. Сейчас 2. То есть вот сегодня забил половину голов от суммы той, которую забивал до этого. Бойко. Артюхов. Макарчук. Играет назад. Кураленя. Бойко. Вот здесь момент. Нет, он не возникнет, потому что положение вне игры. У Константина Гохвейса говорил я о том, что это лучший бомбардир Якутска. Но сегодня мы его не видели от слова совсем. Конечно, нельзя только одному ему предъявлять какие-то претензии, задавать вопросы. В футбол играет вся команда. Тяжело в одиночку создавать моменты. Сегодня ни сам Гохвейс, ни его партнеры, в общем-то, таких моментов практически не создавали. И счет, который мы видим сейчас на экранах и за спиной Богдана Леденева, он отражает соотношение сил сегодняшнего матча, отображает ту картину, которую мы сегодня видели. Угловые удары 9-1. Здесь тоже преимущество. Подача Секерина. Это передача на Серина. Еще раз Серин. Снова Секерин. Отбивается Якутск. Силко. Назад на Бойко. Снова Силко. Очень легко разбивают прессинг гостей футболисты Хабаровска. Стеценко. На Секерина. В отчаянном подкате прерывается эта передача. По задумке было, в общем-то, неплохо. Кураленя. На Силко. Нефедов.
Если обратиться к турнирной таблице, то уже нет никаких сомнений, что СКА Хабаровск наберет 42 очка в 18 матчах. Ну, а для команды из Якутска, в общем, тоже никаких турнирных задач особенно не решается. С 16 набранными баллами после 18 игр останутся гости. На 7-е место уже никак перед этим туром нельзя было подняться Якутску. Там Шор номер 2 с 20 очками. Ну и в то же время Локомотив Уссурийск тоже не догонит Якутск. У Локомотива 8 очков. Ниже Якутска вот только Локомотив из Уссурийска и многострадальный Белогорец, который не набрал в этом сезоне ни одного очка. Не знаю, еще, может быть, разживутся белогорские футболисты набранными баллами, но для этого им нужно завтра обыгрывать команду Шор Динамо из Владивостока. Так, Шор Динамо бьется за медали. Находится сейчас на 3-м месте, поэтому тут шансы, в общем-то, невелики. По такому матчу остается говорить о каких-то голевых достижениях. И у СКА Хабаровск до этого матча было 77 забитых мячей в 17 матчах. Сейчас получается 85. 85 забито и 15 пропущено. 18 игр. Кураления. Не проходит его длинная передача на Геннадия Серина. И далее следует удар со стороны Секерина. Сека, как называют его в команде партнеры. Достается хозяевам мяч. Меньше 3 минут основного времени. И, может быть, даже ничего арбитры не добавят. Ну, все уже понятно в этой игре. Ошибается Стеценко. Волошин. Нет нарушения правил. Сам споткнулся о мяч игрок Якутска. И еще Илья Нефедов зарабатывает аут для своей команды. Неудачный вот мяча из аута от Ивана Стеценко. Причем второй подряд. Пошли вперед большими силами игроки Якутска. Волошин. Попытка удара. Нефедов. Ничего из этого не вышло для гостей. Что в итоге, судя по всему, локтем отмахнулся Макарчук. Никита Гомзяков ставит мяч. Подача. Кураления справляется. Стеценко. Каменев. Снабжает мячом Геннадия Серина. Тот на Прищепова. Прищепов уже в штрафной. Бьет. Отбивает мяч Иван Юрченко. Снова Прищепов. Серин.
Аут в пользу Хабаровска. Последняя минута основного времени. Стеценко. Кураленя. Капитан отдает направо. Макарчук входит в штрафную. Сближается с голкипером. Не проходит передача. Одна из последних атак якутской команды. И даже она ничем особо не увенчалась. Бойко на Стеценко. 2 минуты добавлено. Будет удар от ворот. Смотрим еще раз момент, который на двоих создали Серин и Прищепов. Справился с этим ударом Иван Юрченко. Прищепов. Макарчук. Снова Прищепов. Прищепов неудачно обработал эту передачу. Хотя с его-то техникой, да, казалось бы. Снова положение вне игры. Вот по ходу второго тайма сколько было офсайдов с участием футболистов команды гостей. Последняя минута этого матча. Бойко выбивает вперед. Артюхов перехватывает. Аут в пользу Хабаровска. Если подводить итоги матча, то, ну, наверное, все по делу, да. Класс хабаровчан на сегодняшний день гораздо выше. Никаких сюрпризов Якутск хозяевам не приготовил. 3-0 после первого тайма. 5-0 по итогам второго. Суммарно 8-0. Вот такой неутешительный расклад для якутских футболистов. Но здесь еще придумывает для своих ворот якутская команда проблемы. Серин. Закончились 2 добавленные минуты. Дает еще чуть-чуть поиграть главный арбитр Силко. Играет направо. Кураленя. Идет сам вперед. Силко. Наверное, последняя атака Хабаровска. Стеценко. Каменев. Скидка. Прищепов. Удар. И на этом все. 8-0. Так заканчивает сезон Дальневосточной юношеской футбольной лиги СКА Хабаровск. Авторы забитых мячей на ваших экранах. Поздравляем армейцев с заслуженным чемпионством. Ну а Якутск ни в коем случае не расстраиваться. Нужно расти, нужно повышать свой уровень футбола. Ну и в следующем сезоне обязательно участвовать в Дальневосточной юношеской футбольной лиге. Для вас этот матч комментировал Роман Игнатик. Пока никуда не уходите. Обязательно будут флеш-интервью. Поговорим и с чемпионами, ну и со второй командой из Якутска.
Константин Мартынов, игрок команды из Якутска. Константин, подведи итоги этого матча. Что не получилось у твоей команды? Ну, не хватает физической подготовки, так как не все ходят на тренировки. Команда физически сильнее нас. Все, наверное, занимаются, все ходят. А у нас вы ехали, чтобы победить, но так получилось. Если итоги сезона подвести для вашей команды, в целом, как оценишь и насколько вы сами рады участвовать в таком турнире? Ну, мы очень рады участвовать, но оцениваю не очень хорошо, идем на 8-й строчке таблицы. Как думаешь, что дальше? Какие у вас планы? Дальше продолжать оставаться в футболе? Да, конечно, буду продолжать оставаться, стремиться дальше. Спасибо большое, удачи. Михаил Васильевич, результат не самый хороший, удачный для вашей команды. Как оцените саму игру? Так, ну, конечно, тяжело комментировать после такого поражения. Да, тяжело. В этом году самое крупное поражение у нас. Так, ну, скажем, физически что-то сегодня ребята вообще не бежалось. Конечно, сегодня утром прилетели, поспали только 3 часа. Тяжело, конечно, после такой поездки собраться, выйти на поле, там играть. Ну, конечно, хочу поблагодарить своих ребят за то, что провели хороший сезон. Постарались, что умели, то, что делали. Ну и хотелось бы отдельно СКА Хабаровск поблагодарить, то есть чемпионцам мои свои поздравления. А если к позитиву обратиться, что самое запоминающееся, яркое, хорошее было для вашей команды за эти несколько месяцев? За несколько месяцев. Ну, сегодня ребята мечтали на этом стадионе выйти, поиграть. Впервые некоторые вышли на такой площадке, которая играет в ФНЛ и так далее. Многие мечты сбылась. Как видите дальше развитие футбола вашей команды, в Якутске в частности? Как считаете, будете ли дальше участвовать в таких турнирах? Да, с года на год у нас уже как бы уровень становится выше. Ну, первый год, конечно, тяжело было, но если сравнить с первым годом, то уже идем в поправку, идем в перспективу. Спасибо большое, удачи вам в дальнейшем.